Добрый день. Клуб счастливых людей Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия приветствует вас на нашей запланированной Zoom-конференции. Тема сегодняшняя у нас – здоровье и психосоматические признаки болезни. Лектор Александра Уарова, практикующий психолог. Но мы все знаем, что такое психосоматика. Это влияние нашего эмоционального и психологического состояния на физическое тело, на наше здоровье. Следует понимать, как состояние нашей психики влияет на здоровье, также и состояние здоровья влияет на психику. И об этом сегодня нам расскажет Александра. Александра, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Так, я всех приветствую участников. Сегодня у нас достаточно много человек, большая аудитория. Хочу представиться вначале. Да, меня зовут Александра Уарова, я практикующий психолог. И вот тема психосоматики, заболеваний, здоровья, она очень актуальна для каждого человека. И вот с Арданой мы периодически встречаемся, и как-то вот само собой эта тема, сегодняшняя тема, она всплыла очень так как бы в подтверждение того, что она вот, подтвердила эту актуальность. И в своей работе я сейчас использую не только классические методы работы, да, психологической, но и вот новую методику я изучила, называется «Мастер разборов». Это смесь семейных расстановок и других классических способов работы человека с его мышлением, с его подсознанием. И даже вот в классической психологии есть такое понятие, как вторичная выгода. И вот за любым заболеванием всегда есть наша какая-то вторичная выгода. То есть нам дается заболевание, которое нам по тем или иным причинам оно очень нужна. Как бы мы сознательно не страдали, не испытывали какую-то боль, но при этом у психики есть вторичная выгода. И как раз в работе с психологом я помогаю своим клиентам найти вот эту вот вторичную выгоду. И вот само осознание этой выгоды человеку позволяет принять решение избавиться, освободиться от этого заболевания, от своего заболевания. Потому что очень часто бывает таким образом, что человек вот бессознательно транслирует такое вот нежелание избавиться от этого заболевания. И вот внутренние вот эти вот решения, то есть с одной стороны он хочет оставить заболевание, с другой стороны он от него страдает и хочет избавиться, происходит такой конфликт, но наша психика таким образом устроена, что у нее больше рычагов воздействия на наш организм. И я бы здесь хотела бы с вами провести такой практикум, потому что про психосоматику сейчас можно услышать очень много лекций. Есть очень хороший доктор, эндокринолог из Иркутска. Так, давайте я ее вам найду и скину ее аккаунт. То есть в Ютубе у нее очень хорошие ролики, которые рассказывают о психосоматических психосоматических причинах заболеваний и какие вот психологические проблемы, какие-то страхи, сомнения, обиды те же самые, они вызывают определенный ряд заболеваний. И здесь, конечно, вот так из Иркутска сразу я вам сейчас себе напомню лекции.
Поэтому здесь вот как бы я не эндокринолог, я психолог, и я не могу вам правильно говорить о том, как работает наша эндокринная система. Но вот почувствовать на себе вы сможете сегодня, что такое вот наше мышление, как оно связано с нашим организмом. Потому что наш организм – это такая вот очень тонко настроенная система, которая реагирует на любое изменение нашего эмоционального состояния. И я бы сказала, что вот наши эмоции, чувства, ощущения – это наш язык общения с нашим бессознательным. Потому что любое какое-то эмоциональное состояние, оно находит какой-то отклик. Потому что вот, ну, есть понятие медвежья болезнь, когда человеку страшно, у него ноет живот, у него начинаются боли в животе, да, перистальтика начинает быстро работать. А если у человека, допустим, страх, или он испытывает какую-то сильную боль от страха, то бывает, вот, ну, может быть, вы вспомните свои ощущения, да, вот для меня это ощущение вот онемения рук, вот когда очень сильные боли, то немеют руки, и при этом чем сильнее боль, тем выше вот по рукам это онемение поднимается. Если, например, есть какое-то опасение от нового какого-то действия, да, вот человек приходит на новую работу, и его распорядок, его действия кардинально меняются, и он испытывает какое-то опасение, то вплоть до того, что возникает какая-то апатия. Появляется в теле такая вот слабость, мало энергии, и человек испытывает вот не депрессивное, но такой упадок сил. Тем самым вот его бессознательное пытается защитить его от новых действий, которые несут ему очень неприятные ощущения. Тот же самый страх. Страх какой-то ошибиться, страх осуждения, страх того, что он может быть осмеян какими-то другими людьми. Если у нас возникают какие-то обиды, злость, то в это время тоже появляются какие-то ощущения новые в теле. Проблема в том, что когда человек находится под воздействием сильных эмоций, ему очень сложно отслеживать вот эти вот внутренние ощущения в теле. А в это время происходят очень сильные такие серьезные процессы в организме, потому что любой эмоциональный всплеск, он несет за собой всплеск определенных гормонов. Вот наша эндокринная система начинает в разных железах вырабатывать определенные гормоны, которые помогают включить какой-то процесс, нужный организму, чтобы, ну, допустим, вот если человек испугался, то происходит очень сильный вот выброс адреналинов, усиливается кровообращение в мышцах, мышцы наливаются кровью, и человек может быстро убежать. Но это вот на вот уровне таких вот рефлексов происходит, потому что самые такие вот основные эмоции, как злость, страх, печаль, радость, счастье, любовь, это такие основные эмоции, и эти эмоции испытывали люди вот, ну, с древнейших времен, тогда, когда им действительно нужно было добывать там мамонтов, чтобы прокормить свою стаю, да, или племя, и убежать от какого-нибудь хищника. И как раз вот эти вот процессы, они у нас до сих пор прописаны. Мы живем по этим рефлексам, по этим сценариям нашего организма, и поэтому
можем их даже и не контролировать, потому что, ну, согласитесь, работу вашего организма вы не контролируете сознательно. Вы не контролируете, не можете ускорить или замедлить, например, процесс пищеварения. Вы не можете сознательно отрегулировать свое артериальное давление. Согласитесь, работу там сердца того же самого, да, вот сосудов, печени, да, вот кроветворной системы. И поэтому вот работа организма, она происходит на автомате. И так как наши эмоции, наши ощущения мы можем отслеживать, да, но и в обратную сторону, то есть когда мы очень часто испытываем какие-то яркие эмоции, тем самым мы даем какой-то сигнал, какую-то команду нашего организма для того, чтобы запустить тот или иной процесс. И, допустим, если человек испытывает чувство вины, то запускается, вот, а что такое вина? Вина – это такая эмоция, скажем так, искусственно выработанная вот в процессе, не знаю, общественного развития, потому что, ну, в советское время, допустим, очень часто с помощью вины управляли сознанием, и родители очень часто даже, можно сказать, злоупотребляли вот этой манипуляцией, создавали вот искусственное чувство вины, навязывали детям вот какие-то установки, что вот ты должен там учиться, ты должен прилично себя вести, ты должен быть там настоящим человеком, ты должен быть добрым, ты должен там много-много всего ярлыков было навязано. И если ребенок ослушался, то он непосредственно сразу вот включалось такое автоматическое чувство вины, и при этом организм получает вот команду наказать, потому что, ну, за виной последует всегда наказание. Это уже вот, ну, на уровне условного рефлекса прописано в нашей психике. Потому что наших родителей так воспитывали, наши родители нас так воспитывали, и мы сейчас пытаемся воспитывать наших детей тоже таким же образом. Поэтому этот процесс, к сожалению, вот уже автоматизирован. И, допустим, если человек сейчас в нынешнем вот уже взрослом состоянии испытывает чувство вины, то либо он сам, либо если это, например, молодая мама, и она испытывает чувство вины по отношению к своему ребенку, то у каждого из нас есть в головном мозге разные виды нейронов, и одной из разновидностей нейронов – это зеркальные нейроны. Это те нейроны, которые позволяют нам считывать вот информацию, ну, называйте как хотите, вот в нашей академии это называется квантовые поля, то вы считываете вот эту вот квантовую информацию от любого человека, от любого предмета это можно сделать, и сразу создается какое-то первое впечатление. И, допустим, вот у кого-нибудь было такое, что вы впервые видите незнакомого человека, а он вам уже либо нравится, либо не нравится. Вот кто-то из вас, наверное, меня впервые, если увидел, то у вас уже создается какое-то впечатление, доверяете вы той информации, которую я вам говорю, или будете не воспринимать, как-то вот агрессивно на меня настроены быть. И это говорит о том, что вот вы сразу считали с моих полей эту информацию, почувствовали ее, примерили на себе и уже создали для себя, вот, ну, выработали решение, нравится вам эта информация, да, нравится вам образ этого человека или не нравится. То же самое это может быть
допустим, вы пришли в какую-то квартиру новую, да, и вы уже чувствуете, вам тут нравится или не нравится, какое-то место новое, да, на природе то же самое, или вот какой-то, может быть, достопримечательность какая-то географическая в незнакомом городе, и вы уже чувствуете, вам нравится или не нравится. Может быть, какая-то вещь сшитая, да, кем-то. То есть вот, например, если брать какую-то одежду, да, то вы сможете вот посмотреть, вам чем-то это нравится, может быть, фасон вам нравится, да, но всегда есть какое-то неуловимое, которое вы объяснить не можете. Вот все подходит, силуэт подходит, цвет подходит, структура ткани подходит, вам нравится эта вещь, но когда вы ее одеваете, какие-то ощущения создаются, что вам как-то неуютно. И оказывается, что вы можете считать вот эту вот информацию, даже ту, с каким настроением швея шила эту вещь. Бывает даже такое. И здесь, ну, это особенно касается тех, которые, допустим, заказывают там в ателье, когда вот, ну, действительно один человек шьет одну вещь вот от начала до конца. Не говорю уже про ширпотреб, конечно, там конвейер, и каждая швея шьет там, ну, всего какую-то одну деталь, и там очень много информации в этих вещах, поэтому здесь вот зеркальные нейроны, они позволяют считывать эту информацию, и иногда вы просто понимаете, что вот есть какая-то информация, мне тянет, не тянет вот к этой вещи или к этому человеку, нравится, не нравится, вот на таком уровне. То есть вы четко объяснить, что именно нравится вам в этом человеке, вы не можете. Но вы понимаете, что да, мне нравится, мне человек этот вызывает доверие, допустим, да. И то же самое, вот очень сильная связь такая между мамой и ребенком. Вот дети считывают информацию своих родителей вот просто на 1-2. Сразу увидели, почувствовали и поняли. И когда у мамы, допустим, есть чувство вины перед ребенком. Я слишком своему ребенку мало уделяю внимания. Я недостаточно хорошая мама. И здесь, когда происходит такой импульс, скажем так, да, то сознание мамы начинает вот транслировать вот эту вот программу «Мама виновата». Во-первых, у нее есть необходимость больше стать лучшей мамой и провести больше времени с ребенком. И если она при этом работает, да, ребенок ходит в детский сад, то, естественно, они разлучены на какое-то время каждый день. И для того, чтобы провести побольше времени с ребенком, самый легальный способ для этого – это сесть на больничный лист. Больничный лист когда оформляется? Тогда, когда ребенок заболел. И начинаются сопли, кашель. То есть вот даже бывает такое, что вот мама приходит и говорит, ну, я не понимаю, тепло одеваемся, на улице теплая погода, дома никаких сквозняков, ребенок закаленный, летом, осенью никогда не болел, а тут раз пошел в садик, и все при этом, вот все социальное сообщество, все дружненько объясняют это тем, что происходит акклиматизация, привыкание, что вот у ребенка появляется новое там общение, но при этом никто не задумывается над тем, что когда вот большая группа малышей, ясельки, все приходят в первый раз в детский сад, и при этом заболевают 2-3 ребенка. Все остальные продолжают ходить в детский сад нормально, без никаких соплей. То есть не все 100% болеют, а какая-то часть, они пропускают этот период. Получается, что
вот та теория, что происходит акклиматизация, и все должны вот как-то вот притереться, выработать свой иммунитет определенный, и тем самым вот, все должны как-то переболеть какими-то простудными заболеваниями. Но это же как-то вот рассыпается, нелогично, вот где-то что-то не состыковывается. Поэтому вот я хочу сказать этим примером тем, что мамы очень сильно связаны со своим ребенком. И ребенок с большим удовольствием, с большой любовью будет обслуживать мамины запросы, как хотите, там, программы, и брать на себя роль, вот, примеривать на себя то или иное заболевание, к сожалению. И как только мама начинает вот эту вот связь с причиной, с желанием стать хорошей мамой непременно, да, мы начинаем ослабевать вот через психологические практики, ослаблять вот эту вот связь, что ей непременно нужно быть хорошей мамой, сразу у ребенка происходит выздоровление. Вплоть до того, что буквально найдешь вот эту вот причину, мама осознала эту причину, понимает, что это не так, она так действительно не хочет, мы ее трансформируем, естественно, и у ребенка была вот, если высокая температура, тут же температура падает. Поэтому здесь и при этом обнадеживает именно тот факт, что независимо от сложности заболевания, у каждой, у большинства заболеваний есть вторичная выгода, и с этим можно работать. И не обязательно они бывают такие, что вот прямо, знаете, как программа, что только если у меня я заболею или у меня ребенок заболеет, то я получу что-то хорошее, да. Не обязательно. Бывает такое, что вот эти вот психосоматические причины тянутся с рода, особенно если вот с такими заболеваниями, как вот говорят же, сахарный диабет – это наследственное заболевание. Но когда мы начинаем разбираться, то выясняются несколько даже причин, выявляются. Но это, конечно, всегда индивидуально. Но в общем, если вы посмотрите, наверное, все знают психосоматическую таблицу Луизы Хей или Синельников. Валерий Синельников, у него тоже, в принципе, большая такая таблица. И в общем плане эти психосоматические причины, которые там систематизированы, они отзываются, вот например, в моей личной практике, сколько я прорабатывала, помогала людям прорабатывать вот именно здоровье, то там идут переклички такие, откликаются собственные причины индивидуальные человека, да, в общем плане. Там, конечно, могут быть такие нюансы, когда выявляются именно конкретные какие-то обиды на родственников, да. Не всегда, например, женские заболевания, вот очень часто у психологов, у эндокринологов выходят вот эти вот психосоматические причины, например, женских заболеваний. Очень часто я читаю, что это обиды на мужчин. Но, как практика показала, бывает, когда выходят просто обиды даже не на отцовскую линию, да, а на материнскую сторону, да, на маму, на бабушку. Поэтому здесь вот как бы все очень сугубо так индивидуально. Поэтому сегодня я могу вам показать, вот провести несколько диагностик, кому интересно, да, и попробовать помочь вам, чтобы вы нашли собственные причины своих заболеваний, каких-то болячек, и попробовали на себе, как это работает. Можно ли действительно вот понять причину и получить уже облегчение какое-то. Потому что
когда вы узнаете собственную причину, вот собственную такую психологическую вторичную выгоду, то человека всегда посещают какие-то инсайты, что вот, ну, действительно, вот проявляется, когда он впервые слушает и осознает вот эту вот причину, то вот этот момент срабатывает как отпускание пружины. Вот как будто у него внутри находилось какое-то вот напряженное место, которое было соединено пружиной. И когда происходит вот это вот осознание, вот эта вот пружина исчезает, и человек отпускает. И он вот перестает связывать. Вот эта вот связка, команда организму, вот какая-то эмоция, она раз и исчезает. И человеку уже даже в этот момент становится легче. Да, Валерий Синельников и Луиза Хей. Ну, либо какие-то вопросы, включайте микрофоны, или поднимайте руки, и мы будем давать вам слово. У кого есть... Если у кого-то есть вопросы, да, можете подключиться. Александра, вот связь с матерью – это независимо от возраста, да? У меня, например, сейчас энный возраст, и все равно у меня есть связь с моей мамой. Ну, с 14 лет ребенок уже постепенно сепарируется от своих родителей и уже не так сильно зависим, да. Вопрос в другом, если у него сохраняются вот страх потерять маму, страх потерять вот общность со своим родом, да, то тогда у него будет сохранена вот эта вот связь, и он будет отвечать, собственно, ну, и своим, и родительским запросам. Спасибо. И, конечно же, сохраняется связь тогда, когда причина заболевания в родовой причастности. Вот есть такой закон лояльности. То есть у нас психика заточена таким образом, что ребенок, когда рождается, он повторяет за родителями. Вот все поведение, вот говорят же, что ну, не надо воспитывать детей, да, они всегда повторяют за родителями, за взрослыми, какими-то значимыми взрослыми, которые на них оказывают какое-то влияние, они им очень нравятся, да, боготворят их бывает, то дети именно вот учатся повторять. И вот этот вот принцип, к сожалению, с нами играет не очень хорошую штуку. И когда у нас в роду есть люди, которые имеют какие-то серьезные заболевания, то ребенок из желания вот иметь какую-то общность с этим человеком родным, он вызывает у себя вот это вот заболевание. Понятно. И та же самая лояльность еще бывает не только родовой, семейной, да, но еще и социальной. И вот когда мне очень не нравится, когда вот с начала пандемии начали очень подробно расписывать симптомы ковида. Вот просто вот до мельчайших подробностей, что зачем следует. И большинство впечатлительных людей, у которых очень высокая способность самовнушения, они просто сами у себя вызывали такое заболевание, потому что каждому человеку хочется быть нормальным. А что такое нормальным? Вот чтобы меня общество принимало, мне нужно быть как большинство людей. Вот, как бы вот с общей массой людей находиться вот в таком нормальном как бы уровне. А когда нам говорят каждый день вот эти вот сводки, прямо столько-то людей заболело, столько-то людей выздоровело, такие-то симптомы,
это количество заболевших увеличивается. И у человека постепенно начинает вот мозг работать в этом направлении, что да, общество болеет, значит, вот, ну, грубо говоря, мне тоже надо заболеть. Симптомы уже готовы, все расписаны, так, у меня, кажется, тут горло прихватило. И все, и постепенно так у него вот психосоматические вот это вот заболевание, симптомы все появляются, и он заболевает. А вопросы есть, да, еще, Александр? Пока вопросов нет. Здравствуйте, у меня есть вопрос. Правильно ли я понимаю, что если не произошла эмоциональная сепарация, ну, скажем так, у человека в приличном возрасте со значимыми взрослыми, этот взрослый, ну, как бы человек, да, с которым не произошла сепарация, продолжает обслуживать запросы, скажем так, значимого взрослого? Так, не произошла сепарация, и вы спрашиваете, во взрослом возрасте продолжается ли обслуживание, да, вот этих запросов, если мама чувствует какую-то вину там и так далее, да, то есть в этом плане. Ну, если сепарация не произошла, то да, продолжает обслуживать. Чаще всего так, потому что когда у человека не происходит вот эта сепарация, я хочу объяснить, что такое сепарация. Да? Сепарация – это когда ребенок наполнен родительской любовью, он им доверяет, и он уверен в них, что они его не предадут, они не перестанут его любить. Он в них 100% уверен. И когда он вырастает, у него нету причин для того, чтобы оставаться в какой-то слабой позиции, да, не перестать ребенком быть, да, спокойно он может повзрослеть, и от этого он не потеряет своих родителей. Тогда человек спокойно вот во взрослом состоянии может отпустить своих родителей и пойти в свою взрослую самостоятельную жизнь. Он может легко принимать решения, он может легко принимать ответственность за собственную жизнь и смело шагать в свое будущее. Это вот, нормальная такая здоровая сепарация. Когда нету доверия, особенно маме, когда вот, и при этом это недоверие вызывается очень легко. Вот в советских роддомах было принято, вот, по-моему, вот кто меня, может быть, поправит, но, по-моему, до 3 суток могли спокойно мамочки ребенка не давать. Вот что-то там с ребенком делали, маму там тоже прививали, не прививали, но они встречались после рождения ребенка только там на 3-е или на 2-е сутки. И в этот период, когда ребеночек, вот 9 месяцев, представляете, 9 месяцев он находится в утробе мамы, слышит постоянно 24/7 ее сердцебиение, чувствует ее эмоции, ее внутреннее состояние, голос ее слышит. Потом происходит стрессовая ситуация под названием роды, ему больно, ему страшно, ему тут в конце концов холодно, свет такой очень яркий наступает, да, и мама исчезает. Представляете, какой стресс для младенца? И вот эта вот стрессовая ситуация и потеря мамы на какое-то время, оно записывается в подкорку тем, что мама – это тот человек, который может исчезнуть. Я могу потерять маму, и она меня не будет искать. И вот это вот состояние потери, да, и вот этот вот ужас потери мамы, он его забирает, потому что эмоционально это очень яркие переживания. Он будет плакать долго, да, они все лежат там в кювезах, никто их там, каждая нянечка физически не может просто их всех там покачать, приласкать и обогреть. Поэтому вот этот вот страх, он такой вот на уровне первобытного страха записывается,
И в будущем ребенок, если мама не смогла вот этот вот барьер преодолеть, не смогла сделать так, чтобы он разуверовался в своем страхе и постоянно ему говорила: я тебя люблю, прижимала его, да, вот где-то говорила: если я сейчас ухожу, мне сейчас нужно уйти, но я обязательно приду, вот объясняла ему, потому что дети-то, как бы они, нам кажется, что глупые, разговаривать не могут, да, но они все это понимают на уровне зеркальных нейронов. И когда идет такой информационный посыл, что я всегда с тобой рядом, я всегда тебя люблю, я никому тебя не отдам, то этот страх может исчезнуть, да, ребенок даже и во взрослом возрасте, человек уже будет, ну, полностью уверен, что мама меня любит, и это вообще незыблемо, да, это вот прям фундамент, мамина любовь никуда не может исчезнуть. Но, к сожалению, у большинства населения вот этот вот страх, он не исчез. И очень многие люди ко мне приходят на сессии, и просто-напросто, когда мы начинаем вот этот страх прорабатывать, все плачут, потому что, ну, это действительно вот это вот состояние, оно заставляет человека просто снова проваливаться вот в тот возраст, и при этом человек тогда начинает неадекватно себя вести, и он не дает себе отчета, что он на самом деле сейчас-то уже взрослый, но страхи его вот оттуда, еще с младенчества. Но это все тянется, пока он это не трансформирует, пока не увидит другую сторону, что мама на самом деле любит, и пока он не почувствует вот эту любовь. Поэтому, когда вот присутствует такой страх, или же какие-то вот сомнения, эмоционально очень бурно прожитая вот эта вот попытка, особенно вот когда мамы заканчивают грудное вскармливание и отдают ребенка, уже, ну, достаточно большого ребенка, отдают родственникам, да, или сами куда-то уезжают, ребенок тоже раз, мамы нету, никто ему ничего не объяснил, а надо было бы. И когда вот такие вот моменты происходят в детстве, да, то, естественно, сепарация, она уже затруднительно идет, и человеку даже во взрослом состоянии он живет с таким ощущением внутреннего дефицита, что его недолюбили, ему какой-то ресурс не додали, и происходят всевозможные переносы вот этого дефицита на в буквальном даже вот, ну, на деньги, может быть, да, человек может испытывать, что вот денег в мире мало, у меня всегда нехватка вот финансов, да, мне чего-то всегда не хватает, мне надо что-то там сделать, вот эти вот бесконечные какие-то коллекционирования, постоянные покупки каких-то ненужных вещей ему, да, на самом деле ему нет необходимости, а вот он покупает какие-то вот безделушки, именно для того, чтобы восполнить этот дефицит хоть чем-то. Но внутренне, на самом деле, ему просто-напросто не хватает вот этой маминой любви. Вот, так, тут вопросы какие-то появились. Я на ваш вопрос ответила. Я просто не вижу, кто мне это задавал, говорил. Камеры выключены. Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос, да. А как узнать вот эта болезнь от чего, откуда и где вот причину как найти и проработать? Ну, давайте сделаем сейчас диагностику. Включайте камеру, я вас увижу. Я просто сейчас не понимаю, кто говорит. Это я, Луиза. Луиза. С Луизой мы знакомы. Давайте сделаем диагностику небольшую и покажем, как это работает. Угу. Так, ну давайте. Симптом вы можете назвать? Да, у меня болит позвоночник, который передается вот, ну, как бы ногам. Ноги болят. Угу. Ну, в основном левая нога.
И когда я была на МРТ, да, вот показывалась, ну, где-то лет 5 назад, может быть, 4-5 назад, там мне поставили диагноз грыжа межпозвоночных дисках, межпозвоночного. Угу. А как вы хотите, чтобы было? Откуда я могу знать, откуда, ну, из-за чего вот происходит эта боль? Если это, ну, с точки Ну зрения... вот вы узнаете, откуда эта боль к вам пришла, что дальше, что вам это даст. Ну, я могу проработать эту причину, например. Угу, хорошо. Если вы проработали эту причину, что вы получите? Ну, может быть, и боль уйдет. Вот смотрите, вот сейчас я вот представьте, что вы проработали свою причину, и у вас боль прошла. Вот я такая сижу, волшебница, раз, и убрала вашу боль. У вас сейчас позвоночник не болит. Ноги здоровы, бегаете. Как ваши ощущения тогда? Что тогда вы вот сейчас получаете? Ну, особо ничего не изменилось. Угу. Ну, зачем тогда вам избавляться от этого заболевания, если ничего не меняется? Ну, чтобы быть здоровой. Угу. А зачем? Ну, чтобы чувствовать себя лучше. Как вы себя будете чувствовать, когда вы будете абсолютно здоровы? Ну, не будет каких-то симптомов, и могу У вас радоваться. симптомов уже нету, вы абсолютно здоровы. Как вы себя сейчас чувствуете? Вот прямо оденьте на это, оденьте вот на себя сейчас, закройте глаза и оденьте на себя платье, в котором вы абсолютно здоровы. Вот волшебное платье такое. Представьте. Ага, я тогда могу чувствовать радость как-то вот от жизни. Угу. Угу. Чувствуете радость от жизни. Что еще? Ну, ничего не беспокоит, радость в теле. Радость в теле вам что дает? Какие ощущения? Ну, чтобы чувствовать, как, ну, все хотят выздороветь. Это же, например, если голова болит у человека, то человек же хочет избавиться от этой болезни. Угу. Удовлетворенность Что? от того, что ничего не болит, все хорошо. Удовлетворение Угу. от того, что я здорова. Да. Теперь, пожалуйста, Луиза, закрывайте глаза. Угу. У кого-то включен микрофон, пожалуйста, отключите, мешает шум бёрды. Угу. Садитесь прямо. Луиза, включите микрофон. Мне нужна ваша обратная связь. Угу. Слушаю. Угу. Делайте глубокий вдох, медленный выдох.
Тело расслабляется. Руки, ноги не скрещены. Смотрите на экран мой. Угу, я вижу. 2 листочка. Да, верхний, нижний. Угу. Какой у вас вызывает больше приятных эмоций? Нижний, потому что он четко смотрит, вот я смотрю его четко, а верхний почему-то как-то мутный был. Проверяем ваши намерения. Да, чувствую радость от жизни, радость в теле полностью удовлетворена. Так, намерение быть здоровой у вас есть. Теперь представьте, что вы находитесь в своем безопасном пространстве. Сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, какие у вас ощущения в теле есть. И теперь я ввожу в это пространство одну фигуру. И почувствуйте, что эта фигура для вас значит. Что вы от нее ощущаете. Подожди, она там отвечает. Все, можно говорить, да? Да. Мне почему-то... Спросить, вот только вот этот, вы сказали, значит, сепарация, это, да, когда вовремя не произошла, ребенок, получается, привязан, да? А как, в каком возрасте можно помочь ребенку и как это делать, эту сепарацию? Альбина Николаевна, Да. сейчас идет диагностика. После диагностики спросите. А потом, да, хорошо. Я постараюсь быстренько сейчас Я отвечу сказать. обязательно на этот вопрос. Ага, я сейчас быстренько отвечу. Ну, в общем, мне почему-то, я подумала, что это мама, потому что, ну, мы вот, когда делали, ну, такие же практики, да, всегда вызывали маму, да, как-то вот первую. И важная фигура, это, да, ну, в подсознании как-то вот сидит уже, как будто это мама, да, стоит. Но почему-то она повернулась мне спиной, да, и как-то не чувствую я от нее вот тепла, любви, как-то вот нету такого, да, как-то холодно. И ну, эта фигура какая-то не настоящая мама, да, а какая-то вот, как будто вот это манекен, этот памятник какой-то, ну, такой, ну, серый и такой вот особо без выражения, ну, вот такой, ну, вы поняли, да, ну, в общем, памятник. Да, я поняла. Ага, серый и без эмоций, без этого, ну, или даже вот картонный человек какой-то вот такой. Эта фигура была ваша выгода от боли в позвоночнике. Ага. И этими болями вы пытаетесь привлечь внимание мамы, чтобы почувствовать ее тепло и любовь. Оказывается, поэтому да? здесь вам необходимо, ну так как мы уже взрослые люди, да, мы не можем бесконечно что-то от мамы требовать. Мы в состоянии сейчас у себя создать тот образ мамы, тем более, ну, мама ваша сейчас жива? Ну, либо от нее просто вот с ней почаще общайтесь, потому что, ну, мамино благословение ничего, никакая терапия не заменит. А если у вас с ней теплые, нормальные отношения,
то просто поговорите и попросите ее сказать какие-то вот слова, которые для вас будут иметь значение того, что мама вас любит даже сейчас, то, что вы такая уже взрослая, и вам все равно можно прийти к тому человеку и почувствовать вот это вот тепло, любовь, которую вы чувствовали в детстве. И вам ее просто не хватило. И постепенно, конечно, вот, понимаете, решение психосоматической проблемы, она, если процесс уже запущен, она, конечно, моментального оздоровления не дает. Ни в коем случае лечение вот, медикаментозное, вот именно медицинское, прекращать нельзя. Потому что психология и психология – это мы приостанавливаем вот, ну, дальнейшее развитие событий, процесс останавливаем заболевание и как бы разворачиваем его в обратную сторону, на оздоровление. Когда мы понимаем, что нам уже заболевание не нужно, а мы разрешили проблему или мы приняли какое-то другое решение, способ решения, да, принимаем на себя, что мы по-другому как-то будем привлекать внимание или же разрешать свою проблему, то организму, потому что любое заболевание, оно же не вот раз и началось, да, и вот раз и у меня там камни в почках, раз и там у меня сахарный диабет. Так же не происходит. Любая болезнь, она задолго до того, когда появились болевые симптомы, начала развиваться. И этот процесс, он постепенный. И также в обратную сторону. Мы как бы иногда предъявляем такие требования для медиков, для психологов, да, что вот, а почему так долго я не могу выздороветь? Да, просто вот процесс развития вашей болезни тоже был длительный. Поэтому для того, чтобы этот процесс ускорить, нужно и оздоравливать свое собственное тело, которое наш организм вот как бы запустил какие-то неприятные процессы, но и подключить работу с мышлением, с психологом для того, чтобы вот этот вот внутренний процесс, программу остановить, чтобы она вот, ну, прекратила давать команды организму бессознательной, чтобы вот эта вот болезнь развивалась и запустился обратный процесс на оздоровление. Поэтому здесь как бы нужно подключать со всех сторон, и если вы позвоночник как бы лечили там, не знаю, какими-то лекарствами, медицинскими препаратами, лечебной гимнастикой, это, естественно, нужно тоже продолжать, но плюс еще и вот и практиками, и с мамой правильные слова подбирать, да, ну, чтобы мама вам дала вот прямо от ее слов вам больше. Вот даже вы говорите, что я видела образ мамы, но я представляю это картонным человеком. То есть для вас подсознательный образ мамы, он как бы не настоящий, потому что у вас мама рядом, живая. И вы просто с ней поговорите, попросите ей сказать вот эти вот слова вам по-настоящему. И тогда они вот вы получите именно тот эффект, который вам необходим для вашего мышления, для вашего бессознательного. Ага, спасибо, Александра. Так, по поводу сепарации. Альбина Иванова, да? Так, сепарация. Вы имеете в виду, что уже взрослый ребенок, да? У вас микрофон выключен. Слева внизу кнопочка микрофон, там рисунок микрофона. Да, вот. Говорите.
Да, вот. Но вот эта сепарация, она примерно когда должна проходить, к подростковому возрасту, или можно уже к школьному возрасту уже начинать эту сепарацию как-то практиковать, или что ли, чтобы ребенок был самостоятельный, чтобы он был не слишком привязанный. Вы знаете, вот сепарация – это такой момент, когда он полезен в любом возрасте, даже в маленьком возрасте, даже вот когда происходит первая разлука с мамой и ребенка, вот в детском саду, да, ребенок дошкольного возраста, Да. там, в принципе, тоже можно сделать сепарацию, потому что сепарация – это не то, что ты сепарировался, да, и теперь живи как хочешь, да, и я тебя не буду там любить, не буду тебя кормить. Нет. Это вот именно такая психологическая связь обрывается в том плане, что энергетическая даже, да, скажем, не ментальная какая-то. Это то понимание, что ребенок – это отдельная душа. Ребенок нам, как маме, не принадлежит, это не наша собственность. Это тоже отдельная какая-то самостоятельная личность, которая имеет право на собственное развитие, на собственную жизнь. И сепарацию, конечно, лучше делать, чем раньше, тем лучше. Но раз уж этого не произошло, то если ребенок уже взрослый, подросток, то, конечно, уже нужно начинать. А так вот, даже если детский сад идет ребенок, и вы чувствуете, что он прям за мамину юбку держится, он плачет, ему плохо физически, когда мама за дверью исчезает. И это уже признак того, что он не отсепарирован, очень сильно связан. И здесь бывает выгода мамы, что если мой ребенок от меня так сильно зависит, значит, я буду играть роль хорошей мамы, и мне это мне это выгодно. У нее есть внутреннее какое-то такое бессознательное желание. Здесь нужно, конечно, вот если ребенок маленький, здесь нужно искать мамину выгоду. Это не ребенка выгода. Вот. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Спасибо. Так, вот здесь вопрос пишут. Так, у меня есть знакомая, которая болеет, она сама говорит, что ей необходима встреча с психологом. Как связаться для тренингов? Ну, у меня есть постоянно, я провожу марафон «Сам себе союзник», когда люди ко мне подписываются, и мы проделываем там техники специальные, которые позволяют внутреннюю вот эту вот целостность обрести. И, естественно, веду личный прием. Меня можно найти либо по телефону, либо по инстаграму uarova.alex. Мой аккаунт в инстаграме. Так. Еще у кого есть вопросы? Так, есть вопрос про квантовую психологию. Коротко, что это такое? И как записаться к вам? Можно записаться через вот новый Инстаграм, взрослый сын звонит маме несколько раз в день. Это вот прям моя тема. Мой сын старший поступил в Красноярск, и мы с ним каждый день, ребенку тогда на тот момент уже было 20 с лишним лет, и мы с ним разговаривали вот каждый день больше часа. Вот прямо так. Мне даже подруги не верили. И я тогда поняла, что вот я прямо сильно очень с ним связана. Делала сепарацию. Это вот прямо такая, знаете, вот, видимо, недолюбленность или вот страх потери ребенка. Нужно просто почаще говорить, либо собственную практику проделывать, да, в том, что есть, как бы у мамы еще бывает, вот у меня, например, был страх, что если мой ребенок станет самостоятельным, то с ним что-то случится, он попадет в какую-то очень дрянную ситуацию, историю и так далее.
Поэтому вот, ну, я работала с собственными страхами. И это позволило, вот он стал намного самостоятельнее, его вот это вот напряжение, оно исчезло, он смог общаться уже со своими сверстниками и мог, да, спасибо большое, да, это мой Инстаграм. Вот, про квантовую психологию. Ну, если коротко, то я уже сказала, что вот у каждого человека есть определенный багаж информации. Это не только его жизненный опыт, но и жизненный опыт его предков. И вот эта вот информация, она у нас вот где-то вот она хранится вокруг нас. И знаете, вот если говорить про именно квантовую психологию, то в ней мы работаем с энергиями человека. И я для себя поняла, что каждый эмоционально прожитый момент – это какой-то энергетический импульс. И вот этот вот энергетический импульс, он сохраняется вот в нашем поле и несет эту информацию. Потому что когда я начинаю работать с человеком индивидуально, и мы рассматриваем какую-то вот прям конкретную ситуацию, где он испугался, где его сильно обидели, где он впервые почувствовал страх какой-то, да, вот, ну, тот же страх потери мамы, то независимо, сколько лет прошло с того момента, эмоции нахлынывают вот, ну, просто с той же интенсивностью, как и в первый раз. Потому что у эмоций нету срока давности, что ли. И вот эта вот энергия, она записана в наших квантовых полях, и мы ее носим с собой. И когда мы делаем разборы, а разборы можно делать вот на зеркальных нейронах, когда вот то же самое, что я сейчас с Луизой сделала, то есть я открыла вот ее квантовое поле, помещала там фигуры и давала ей прочувствовать. То есть я мысленно формирую определенный образ вот той же самой выгоды, да, и помещаю ее мысленно, опять же, мысленно в ее поле. И она ее уже видит, чувствует, прямо может там как бы с ней как-то взаимодействовать. И то же самое можно делать на заместителях. Заместители – это такие же вот практики, как и я, мои коллеги. И я выступаю в роли мастера. Когда я провожу разбор, у меня есть заказчик. После беседы со своим заказчиком я приглашаю заместителей, и при этом заместители могут даже и не знать запрос заказчика, они не знают, кто такие, кем являются определенные фигуры, кем или чем. Я просто называю вот фигура 1, ты сейчас фигура 1, я назначаю там следующего своего заместителя, своего коллегу заместителя фигуры номер 2, и при этом назначаю определенными лицами, либо вот ну, такими предметами, как вот как причина, как выгода. И дальнейшее вот взаимодействие вот этих вот фигур происходит вот в этом квантовом поле, и они взаимодействуют, они обмениваются какими-то эмоциями, они чувствуют друг друга, они располагаются относительно друг друга в определенной последовательности. И вот каждая вот эта вот мелочь, кто с какой стороны стоит, кто кому как относится, это все имеет очень сильное значение для ну, психики человека. И получается это такой, знаете, срез МРТ, что ли, если хотите. И ну, вот, во время разбора человеку, когда я ему уже раскрываю, вот, какие фигуры здесь были, кто как, с кем взаимодействует, ему становится понятно, что у него в голове происходит в его бессознательном. И в конечном счете, когда вот происходит трансформация, я помогаю определенными фразами разрешающими прожить
конечное состояние и привожу всегда человека в состояние благодарности и любви, потому что без благодарности, ну, тому же самому заболеванию мы не сможем пройти вот этот вот урок и извлечь какой-то вот, ну, определенный опыт. Потому что если мы этого не сделаем, болезнь будет с нами, за нами так вот, ну, волочиться, тащиться, как хотите, да. Но любой опыт мы либо сами привлекаем, либо вот он к нам на пути встречается, и то же самое заболевание, да, любое заболевание, оно нам для чего-то дается, либо для какой-то бытовой причины, если это легкое заболевание, либо если, ну, такой серьезный, тяжелый симптом, тяжелое заболевание, то это, ну, определенный урок, достаточно серьезный для того, чтобы человек чему-то научился, сделал какие-то выводы, сделал какую-то переоценку ценностей. И вот некоторые последние разборы меня касались именно ковида. И здесь всегда есть какой-то, знаете, вот эта пандемия людей заставила просто вот переоценить, поменять отношение к своей семье, к работе, вообще вот повысилась вот эта вот ценность жизни, вот прежней, беззаботной, потому что раньше мы вот эту вот свою свободу, которая она у нас была, мы настолько к ней привыкли, что мы перестали ценить это, что мы просто можем выйти на улицу, вздохнуть и почувствовать каждый запах, который вот вокруг нас витает. Представляете? Мы такие вот мелочи перестали ценить. И эта пандемия, вот этот вот вирус, он просто нас разворачивает вот в эту сторону и как будто бы открывает глаза. И каждый, кто переболел этим заболеванием, они все вот прошли какую-то вот именно переоценку ценностей. Согласитесь, вот кто уже переболел, есть ли у вас такое ощущение? И при этом вот задумайтесь, если у вас симптомы еще тянутся, то вы что-то еще не увидели, вы что-то еще не осознали. Вот снова прокрутите в голове, вот вредно не будет, прокрутите то, что вы сейчас заново начали чувствовать, насколько вы это цените или не цените. Вот, что бы я хотела вам донести сегодня. Спасибо, Александра. Он так, у меня женат второй раз и может не духовно связан с женой. Это, видимо, про ребенка или что? Это про взрослого сына, который звонит по несколько раз в день. Жена второй раз может духовно связан с женой. Нет, тут, скорее всего, в маме дело, мама не может его отпустить, то есть бывает такое, что, ну, здесь нужно просто сделать тест на иерархию семьи, нарисовать, вот ему нарисовать себя и родителей, и жена где, да, кружочками прямо, или маме нарисовать вот себя, мужа и ребенок на какой позиции, где он по отношению к нему находится на этом листочке. Потому что очень часто бывают такие проблемы, когда у человека, ну, допустим, возьмем женщину, да, женщина была, вот выросла папиной дочкой, очень сильно была связана со своим отцом. Отец все время уделял ей внимание. И, ну, или там вырастил дочку, да, получается. И когда она выходит замуж, эти отношения не складываются, она разводится, потом второй раз выходит замуж, да, вот, ну, просто я вспоминаю, был случай из практики. И когда мы сделали тест на иерархию, оказалось, что ее отец находится на месте ее собственного мужа.
То есть здесь получается, что папа занял место супруга, и просто когда она пытается создать отношения, они у нее не складываются, потому что место мужа занято папой. Психологически, что ли? Да, психологически, бессознательно. То есть ни отец сознательно это не делал, да, не стремился к этому, ни она. Но вот чисто так вот события сложились таким образом, что дочка заменила папе жену. Жена умерла, и всю заботу там о своем отце она прямо на себя взвалила как жена, как мама своя. А как в таких случаях можно помочь? Ну, в таких случаях просто тоже нужно делать разбор. Разбор очень хорошо помогает, когда мы возвращаем папе, что вот, ну, ты перепутал, у тебя есть дочка, ты мой папа, а не муж, у тебя есть своя жена, у меня есть свой муж. Ну, то есть вот такая как бы тоже своего рода сепарация происходит. А здесь, возможно, есть какая-то, вот если так, ну вот маме нужно самой вот предельно честно себе ответить, а отпускает ли она своего взрослого сына и не чувствует ли вот какой-то, знаете, вот этого чувства, наверное, ближе к ревности, что ли, когда взрослый сын создает отношения с другой женщиной, и вот не произошла эта сепарация по причине того, что вот мое призвание только в мать, я мать, да, я себя не вижу в других ролях, я только мама, да, вот я раскрываюсь как личность только вот если я твоя мама. И когда сын, повзрослев, он создает свою собственную семью, то у мамы как бы исчезает смысл жизни. И она делает все, чтобы вот эти отношения не состоялись. Лучше. Ну, в любом случае, это может быть вот, ну, все сугубо индивидуально. Здесь нужно брать вот консультацию и смотреть детально, потому что я вот с этих двух предложений как бы не могу... Я просто сейчас говорю какие-то свои собственные предположения, ну, опираясь на свой опыт. Поэтому здесь, как бы, ну, возможно, у меня таких других случаев не было, а у вас какой-то уникальный другой случай. Поэтому пишите ко мне, обращайтесь, разберемся. Так, а я могу сама себе сделать диагностику с фигурами в квантовом поле? Да, конечно. Поставить перед собой симптом и посмотреть, как вы к нему относитесь, что вы от него чувствуете, что получаете, есть ли какая-то выгода, вот какие-то вот приятные ощущения. Но быть вот именно в правде, да, быть предельно честным самим собой, особенно когда вы, ну, закрываетесь, сами себя только слушаете, ну, себе-то вы врать, что будете? Это вы психологу можете там что-то напридумывать, да, не до конца раскрыться, а себе-то какой смысл врать? Поэтому самодиагностика имеет место быть, да. Спасибо, Александра. Ага. Мы сегодня получили очень много полезной информации для себя. Наверное, многие не знали, что такое квантовая физика, да? Нет, Сейчас конечно. уже. Ага. Вот психология, подсознание, да? Что такое, что наше подсознание дает нашим близким. И спасибо, что поделились своим знанием и вот сделали нам диагностику. На его увидели, что такое диагностика. Я была у Александры, и сейчас я себя очень хорошо чувствую. Летом я была. Ага. Диагностики Александра может провести онлайн. По телефону? Да, я работаю.
Так, ну давайте я сейчас напишу свой телефон. Пожалуйста. Так, пока пишет Александра номер телефона, я всех приглашаю в нашу национальную Ой. библиотеку. У нас есть книги по психологии, например, психолога Анатолия Некрасова, Луизы Хей, вот Андрея Синельникова, очень интересные книги. Обязательно надо прочитать вот книги, ну, я сама рекомендую книги Синельникова. Андрей Синельников, это где? Валерий Синельников. Валерия Синельникова. Очень интересные книги. Тоже для себя многое узнаете. Да, вот мой телефон, WhatsApp, пишите, обращайтесь. Володя, еще раз скажите, пожалуйста. 8 924 879 26 21. Александра Овчеевна. Николаевна. Александра Николаевна Уарова, психолог. Так, на этом тогда заканчиваем, да, Александра? Ну да, если нету вопросов. Угу. Вопросы еще у кого-то будут к Александре? Ага, если нет вопросов, то спасибо большое. Да, благодарю за приглашение, благодарю за внимание такое, очень большая аудитория, очень благодарная, все так внимательно слушали. Очень было Надеемся, приятно. еще мы с вами встретимся. Взаимно. До следующих встреч. Всем Спасибо. участникам тоже спасибо. Встретимся.